Тачки, как один из самых популярных брендов, довольно разнообразен. У них было множество ответвлений от основной трилогии. Самыми основными являются игры и книги. Они хорошо расширяют сюжет их вселенной. Хотя, смотря по множеству несостыковок по сравнению с мультфильмом, их можно считать неканоничными. Это довольно обидно, ибо сюжет некоторых игр или книг чуть ли не лучше самих фильмов. Но все же давайте представим, что было бы, если бы они были каноничными. Именно для этого я и решил создать такое видео. Всем привет, с вами Фабрицио. Сегодня с помощью своих догадок я расскажу вам, что если бы работники Pixar посчитали бы нужным сделать книги и игры каноном. Погнали! В самом начале я разберу, почему книги и игры считаются не каноном. Начнем с первых. Например, возьму произведение издательства Boom. В одном из комиксов, а именно в Rally Race, была показана та самая авария Хадсона Хорнета, о которой Док рассказывал в первой части Молнии Маккуину. В отличие от показанной нам в Тачках 3, она произошла не из-за столь глупой ошибки опытного гонщика, а из-за Сэмми Студебейкера, одного из новых персонажей в том комиксе, который является одним из гонщиков старого поколения. Кстати, разбор этой аварии вы можете посмотреть на канале Анчови. Если приводить примеры из игр, то можно взять за основу пропажу того самого стадиона, вокруг которого крутился сюжет нового сезона и отчасти рейсорамы. Что ж, теперь разберем главную тему этого ролика. Что если комиксы и игры были бы каноном? Это сильно повлияло бы на сиквел и триквел франшизы. Начнем со вторых тачек. Их сюжет явно был бы изменен до неузнаваемости, потому что именно из-за них игры и книги официально можно было назвать неканоничными. Нас бы ждала не история с агентами, а, скорее всего, с уже известными нам персонажами. Например, помните разговор Молнии и Джованни во время финальной по сюжету катсцены в новом сезоне? Новый стадион, новый штаб, у вас огромные планы. Да, похоже, придется расширять город. Это не поможет, поверь. Грация, Молния, мы отлично провели время. В свою очередь я приглашаю тебя и твоих друзей на Европейский кубок. Будем ждать вас с нетерпением, рагazzi. Мы обязательно приедем и зажжем трек. Как вы видите, итальянец пригласил Молнию посоревноваться в Европе. На такое предложение Маккуин без раздумий ответил положительно. Так вот, я предполагаю, что такая завязка могла бы подойти и для Тачек 2. Хотя у меня на этот счет есть интересная теория. Возможно, Тачки 2 изначально могли бы быть такими. Подтвердить я это могу персонажем Отто из того же нового сезона. В файлах игры была найдена изначальная иконка этого персонажа, которая напоминает Марлину Вольсберг. Она является удаленной героиней Тачек 2. Ее биография очень напоминает Отто. Оба гонщика из Германии, оба выступают в серии гонок Лиман. Возможно, именно Марлина должна была быть на месте Отто. И по совсем ранним задумкам, которые еще не были даже зарисованы, появиться в тех же самых соревнованиях Европы, о которых говорил Джованни. То есть, делаем вывод, что следуя по теории, изначально вторая часть могла быть намного каноничнее, чем получилось в итоге. Если говорить про третью часть тачек, то тут только гипотеза, ибо теории по его поводу у меня нету. Но все-таки новая рубрика называется «Что если?», так что это допустимо. Например, приведу вам мою версию сюжета, которая отчасти совпадает с вышедшим мультфильмом. Помните ли вы завод, на котором Чика Хикс производил винов из рейсорамы? Так вот, еще из-за довольно продолжительной вражды Молнии и Чика, второй решил придумать действенный способ, как отомстить по-умному. Хикс решил восстановить свою компанию по производству роботов и сделал новую, технологичную модель гоночной машины, которая по всем параметрам обгоняла тогдашних гонщиков, в том числе и Маккуина. На протяжении всего фильма Молния пытался бы чем-либо обойти новых моделей. По итогу Маккуин обогнал бы гонщиков в главном заезде, но после гонки отдал бы честь выступать за Рас-Ис гонщику Академии Дока, который заслуживает это. Я считаю, что сюжетная линия с уходом Маккуина необходима. Она бы отлично завершила такую взаимосвязанную франшизу. На этом я и заканчиваю свои рассуждения. Данный ролик, да и рубрика в целом, является экспериментальной и довольно непривычный для моего канала. Но без экспериментов не будет и развития канала. Так что пишите в комментарии, понравился ли вам подобный формат. Для меня это очень важно. Также можете написать в комментариях, какими бы вы сделали сиквел и триквел франшизы Тачек.
Прощайте.